Знаешь, с годами еще больней. Я хотел бы рассказать про своего дедушку, который заменил мне отца. Так сложилось в семье, что мама развелась с папой, я его практически не знал, и меня воспитывал мой дедушка. Он был такой человек, знаете, воспитывался в суровой семье. У них было два брата, две сестры. Они жили у нас в деревне в Ухтомбери, это Цибельда. В возрасте 17 лет он идет на фронт. Приврал, что ему 18, ему еще не было на тот момент, и он в возрасте 17 лет пошел на войну, да, добровольцем пошел. Я вот что помню, у него прям на груди даже не помещались медали, которые он имел и который был удостоен. Он рассказывал, что вот в тот момент, когда разбили их батальон, уже они полностью были, не знали, что делать, как, куда выходить, как ситуации. В каком-то ангаре, говорит, мы сидели, были мокрые, говорит, полуголодные. Заходят офицеры, ну, какие-то люди в форме, но нет никаких распознавательных лычек, знаков, то есть непонятно, кто это, что это. Они брали 10 или 15 добровольцев. С ним был его друг, он был с Украины, украинец был. Я сейчас не помню, как его зовут, но он, говорит, очень такой габаритный, большая ампамантрия была, большой, говорит, был очень. И всегда, говорит, когда, говорит, мы выходили в бой, либо это был штыковой бой, либо это была рукопашная, говорит, драка, он всегда, говорит, меня за спину укрывал, потому что я, говорит, был маленький, и мне было всего, говорит, 17-18 лет. Говорит. И на тот момент, когда вот зашли эти люди, я ему сказал, давай пойдем, там обещали сухое белье, то есть чистое белье, плюс трехразовое питание и так далее. Он сказал, не надо ни в коем случае идти, это диверсия. То есть это диверсанты, которые будут совершать какие-то забросы в тыл врага и будут выполнять какие-либо задачи. И дед мой сказал, ну мы и так тут сидим полуголодные, полумокрые, непонятно что, лучше как бы с достоинством и нормально принять свою судьбу. Они разошлись. То есть там они расстались, больше они не виделись. Я у него спрашивал, он ездил после уже войны на Украину, искал его, но не смог найти. Дед пошел вот с этими людьми. Оказалось, что это была диверсионная группа. Их тренировали, готовили. Там было у него очень много историй. С каждым выходом и с каждым высылкой он получал какие-то награды, потому что они выполняли боевые задачи. Он был трижды ранен, он был почти в плену, выходил из плена, и уже в 1943 году он был тяжело ранен в ногу и был вынужден уже уйти в запас, и он работал на заводе. На заводе работал, где делали патроны. Одна из его историй, тот подвиг, который он совершил, не то, что он сделал, его командир взял это на себя и был удостоен наградой с Герой Советского Союза. Он рассказывал, что если он ставил автомат на автоматический выстрел, он мог стрелять одиночными патронами. То есть есть два режима у автомата. Это одиночный и автоматический. И вот ему даже не верили, командиры его выставляли, чтобы он продемонстрировал этот навык, как он мог делать. И они попали в засаду, там было разбито, и многие его ребята, сослуживцы, лежали раненые. Где-то на холме был снайпер. И он целый день находился в какой-то яме, где была вода, и он не мог выйти, потому что работал снайпер. Он видел, что где-то в метрах двух от него валялась винтовка, а у него был ППШ-автомат. Но он не знал, говорит, там есть патроны или нет. Я если возьму, я уже выдам себя, говорит. Ну, надо рисковать. И вот он рискнул, забрал винтовку, опять прыгнул в блиндаж свой, посмотрел, она была пятизарядная, там один патрон был выстрелен, еще 4 оставались в обойме. И он говорит, к вечеру немецкая винтовка, как-то она называлась, я не помню, она очень боялась сырость. А в России, вы сами знаете, ну, холодно, суровая зима. И они ее клали в специальный камуфляж, специальный такой этот чехол, чтобы она не замерзла и не давала осечки. И вот на этот момент дедушка его поймал, ликвидировал снайпера, да, уже смеркалось. И тем самым он себя выдал. Сел опять в этот блиндаж с водой. И я слышу, как бегут, какая-то группа людей, солдат бегут. Но он понял, что это по его душу.
И он говорит, мне уже нечего было терять. Я, говорит, поставил свой ППШ, говорит, на автоматический режим и ждал до последнего, когда вот звуки, шаги уже, говорит, если будут намного ближе, в тот момент, говорит, я выйду и попробую как бы ликвидировать своего врага. И когда он вот вылез с этого блиндажа, они просто пробегали в другую сторону, их было 7 человек, они даже его не видели. Ну, естественно, он пустил всю очередь, положил всех этих парней. Когда он пошел забрать их паспорта, вот эти все, чтобы потом предоставить это командиру, высшему руководству, у него отняли ноги, потому что он весь день был в воде, там находился, было холодно, у него отнялись ноги, он упал и не мог двигаться. Естественно, потом это его командир все собрал, все забрал, рассказал от себя, как это было, и был удостоен наградой Герой Советского Союза. Может, это нельзя говорить, но прошло много лет, я скажу это. Сослуживцы это знали. Эта награда, когда давалась, она имела свой паспорт, и она была именно с определенным кодом. И как в книжке, и как медаль, она имела идентифичный знак. Они пошли на какое-то очередное задание, и его сослуживцы, они ликвидировали своего командира за вот этот поступок. И эту награду они отдали моему деду. Он ее держал в тайне, никогда не показывал никому, потому что она, не совсем была ему, его, и вот я, когда был уже повзрослее, он мне показал эту награду, пятиконечная звезда, Герой Советского Союза, там написано было. Вот паспорта у нас не было, но вот эта звезда у него была. Во время войны грузино-абхазской сгорел дом, попал снаряд, и все, что были вот фотографии, все его награды, все сгорело. Вот то, что удалось спасти или осталось, вот эта единичная фотография, которая осталась. Это вот его фронтовые друзья после войны, уже нашей грузино-абхазской войны, сами знаете, было тяжело. Он ездил на Псову, продавал мандарины, продавал лаврушку, вот такие вещи. И он всегда, он носил пиджак. У него был пиджак, галстука, правда, не было, рубашка, пиджак и там курточка какая-то. И вот здесь была вот эта его награда. И граница была закрыта, сами знаете, тяжело было переходить. Большой колючий забор, где-то 2,5 метра, но внизу достаточно было места, чтобы можно было, просунуть рюкзак, вещмешок. Даже вот такой военный у него вещмешок был. Он его просовывает туда вниз, перелазит через этот забор. И уже, когда, я перелез, на ту сторону, разворачиваюсь, и стоит, говорит солдат: отец, что вы делаете? Вы перелезли, это нарушение. Куртка была расстегнута. Он увидел вот это вот, медаль, да. И он говорит: а можно посмотреть, что это у вас? И я, когда ему показал, он, положил автомат, застегнул китель, одел фуражку, все, отдал честь, забрал этот рюкзак и говорит, куда это нужно отнести. И это тогда вот возле границы, чуть дальше, был казачий рынок. И он донес это все до казачьего рынка, положил, сказал, если нужна какая-либо помощь, я вот здесь буду стоять и вам помогу. Вот представляете? Вот. Знаешь, с годами еще больней.